Громкие премьеры, неутихающие овации зрителя, острые и в действительности важные темы. Русдрам для многих сердце столицы, в котором всегда кипит жизнь. Но с чего начинается театр? Какой труд стоит за воплощением идей в жизнь на сцене? И чем живут театральные подмостки? Все это и многое другое мы узнаем сегодня в программе «Амчра» у генерального директора Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклия Хиндба. Ираклий Ривазович, здравствуйте. Прежде всего, большое спасибо, что согласились побеседовать с нами. Большим удовольствием. Спасибо, что пригласили меня в вашу передачу прекрасную. Начать интервью хочется, наверное, с сакрального вопроса. С чего же все-таки начинается театр? Ну, есть расхожее такое выражение, что театр начинается с вешалки, но у нас театр начинается с кассы. Потому что это одно из самых главных мест в театре. Здесь продаются билеты, зрители в первую очередь соприкасаются вот с нашими прекрасными кассирами. Сегодня у нас в кассе Валентина, которую все тоже знают и любят. И вот потом уже, когда зритель проходит через билетный контроль здесь, вот он попадает в наше фойе и погружается в атмосферу театра уже здесь, начиная с фойе. Здесь у нас портрет Фазиля Абдуловича Искандера, именем которого назван наш театр, книжки, то есть какое-то уже вот ощущение появляется погружение, прикосновение к искусству, к чему-то прекрасному, высокому. Сразу создается нужное настроение. Ираклий Ривазович, как известно, вы сами выбираете репертуар. Вы об этом рассказывали на многих интервью. А потому первый вопрос: до сих пор ли это актуально? И если да, то на что вы опираетесь при выборе произведений для постановок в театре? Конечно, это актуально, потому что, согласно уставу, генеральный директор театра руководит не только, собственно, административной, финансовой, хозяйственной частью театра, но и, по сути, является художественным руководителем театра. Поэтому решения, связанные с репертуарной политикой, вообще с определением художественных направлений развития театра, остаются за генеральным директором, и он несет за них ответственность. И то, что касается репертуара, знаете, это сложный вопрос. Очень часто больших мастеров, больших режиссеров, таких как Товстоногов, таких как Ефремов, как Додин, как Эфрос, задавали им этот вопрос: как вы выбираете репертуар для постановок пьесы, произведения. Конечно, не сравниваю себя с этими великими людьми, не дай бог, но все-таки, мне кажется, главное — это интуиция, это ощущение того, что может быть интересно и, самое главное, актуально в наше время. Вот какой материал, какая пьеса, какое произведение позволит нам попытаться ответить на те вопросы, которые волнуют наше общество сегодня, людей, которые приходят в зрительный зал. Вот это очень важный момент. И ведь можно взять, не знаю, Евгения Онегина, написанного уже там 200 лет назад, да, и зритель приходит в зал, он видит историю любви, неразделенной любви, он видит то, как, оказывается, могут меняться люди на протяжении времени. Он видит то, что наши решения, наши поступки имеют обязательно последствия. И он видит еще другие темы, которые его захватывают. И самое главное, дают ему возможность задуматься о себе, о своих поступках, о своих действиях. Вот это узнавание, оно должно возникать всегда. Вот все наши спектакли так или иначе перекликаются с сегодняшним днем. Вот те, кто видел репертуар Русдрама, зрители наши постоянные, которые смотрят спектакли, у нас их уже 30 в репертуаре, они всегда знают, что любой спектакль Русдрама про сегодняшний день, неважно, по какому произведению он поставлен. Ну и, конечно, еще очень важный момент — это нужно все-таки знать хорошо и мировую литературу,
и современную литературу, классику, и то, что пишется сегодня, создается, драматургию, для того, чтобы вот в этом океане текстов найти что-то, что было бы действительно интересно для театра. Это требует от руководителя, от меня в частности, постоянного погружения в этот материал. Вот я каждый день читаю пьесы и классические, и новые. Я все время интересуюсь, я все время ищу что-то, что может быть реализовано на сцене нашего театра. Ну и еще, конечно, важный такой технический уже момент в определенном смысле, это как та или иная пьеса раскладывается на актеров. Вот, скажем, мы хотим поставить Гамлета, а есть у нас Гамлет в театре? Есть ли актер, который может сыграть эту роль? И так далее. Поэтому какие-то пьесы отсеиваются вот по этому критерию, а какие-то отбираются. Вот, например, скажем, вот у нас запланирована премьера спектакля «Виндзорские проказницы» по Уильяму Шекспиру. Ну, Шекспир — это прекрасная. Можно было выбрать, может быть, другую пьесу, другую комедию, но мне нужен был материал, где могли бы сыграть 3 актрисы, таких, ну, уже опытные, зрелые, да, актрисы. А таких пьес очень мало. Вот я нашел эту пьесу, там 3 прекрасные роли для наших замечательных: Анны Гюригян, Симона Спафопола, Марины Скворцовой. Они вот сыграют в этом спектакле вместе с молодежью нашей. Так что здесь очень много факторов, которые влияют на определение репертуара и тех пьес, тех произведений, которые выбираются для постановки. Говоря о репертуаре Росдрама, невозможно не упомянуть спектакли, которые можно назвать по-настоящему смелыми и даже в некотором смысле провокационными. Вы сознательно выбираете какие-то острые темы? Если да, то почему? Ну, искусство, во-первых, не бывает без провокаций. Провокация — это ведь не что-то, что целенаправленно должно кого-то шокировать, или вот мы сознательно хотим кого-то возмутить, шокировать, там, вызвать какую-то реакцию, может быть, не самую такую благожелательную. Нет, это делается для того, чтобы побудить людей, общество к размышлению над теми проблемами, которые сегодня зачастую просто мешают нам жить, мешают нам развиваться. Вот, скажем, спектакль «Роман с кокаином», который посвящен очень сложной теме разрушения личности. Молодой человек, который избалован своими родителями, своей мамой, избалован вообще жизнью в определенном смысле. Вот. И, по сути, он оказывается в ситуации, когда его жизнь, его душу, его сознание ничто не заполняет. Он не понимает, для чего он живет, он разрушает жизнь окружающим, он никого не любит. И единственный роман, который в его жизни случается, это роман с кокаином. Эта тема не актуальна для нашей страны? Безусловно, актуальна. Когда в отсутствии жизненных целей, смысла жизни, опять же, вот этой слишком большой опеки, слишком большой такой, знаете, вот когда очень любят мамы своих сыновей и просто вот, не знаю, пытаются для них сделать все, а в итоге получается, что это ведет к тому, что мальчик, молодой человек, он оказывается неприспособленным к жизни. И он ищет утешение в наркотиках, везде на высокой скорости, в других криминальных проявлениях и во всем остальном. Это тема, которая очень актуальна. Она сегодня, на самом деле, этот спектакль, ведь и там, кстати, звучит эта мысль, это та мысль, которая еще, начиная с греков, Аристотель над этим рассуждал. И автор этого произведения, «Роман с кокаином», под псевдонимом Агеев, хотя это потом уже стало известно, что кто автор, Марк Леви и так далее, он говорит о том, почему вещи, которые мы наблюдаем в нашей жизни, нас
как бы не возмущают, хотя это повсеместно происходит. Наркомания, убийство, коррупция, там, не знаю, ужасные вещи вокруг нас, мы о них знаем. Но когда об этом говорят в театре, это вызывает возмущение. Почему так происходит? Вот для этого, наверное, театр и существует. Чтобы все-таки и напомнить, и самое главное, дать возможность зрителю не только на уровне, вот знаете, таком рациональном, что ли, на уровне знания, когнитивном, но и на эмоциональном, на человеческом уровне за эти 2 часа пережить эти ситуации. И мне кажется, гораздо потом уже более серьезно над этим задуматься. Поэтому это не провокация ради провокации. Это художественное осмысление действительности, но которое оказывается даже сильнее, чем восприятие тех или иных ситуаций в нашей реальной жизни. Вам приходилось сталкиваться с критикой от, может быть, наиболее консервативного зрителя? Мне лично не приходилось, потому что я, мне кажется, на любую такого рода претензию нашел бы ответ, как на это ответить. Люди, которые все-таки посещают театр, это люди достаточно просвещенные, это люди, которые стремятся к высокому, которые внутренне более свободны и которые все-таки хотят найти ответы на вопросы, которые их волнуют. Вот такие люди ходят в театр. Поэтому мне хочется, чтобы больше людей ходило в театр, чтобы больше людей было именно такими, какими я вот их сейчас описал. Вот таких людей должно быть больше, и тогда и общество будет другим, и будет меньше негативных явлений, которые мы сталкиваемся каждый день. Так что такого я не слышал. Если я просто чаще всего, вот рада это, знаете, это удивительно, но это наблюдения уже многолетние мои. Вот такого рода претензии или какого рода критику высказывают люди, которые не были в театре. И которые просто ни разу не были в театре, либо не были на данном конкретном спектакле, который вызвал у них какое-то там возмущение или что-то еще. Вы как раз сказали о том, что реальность воспринимается несколько иначе, когда она показана со сцены театра. И Маяковский писал, что театр — это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. А что такое театр для вас? Ну и да, есть вот такие, знаете, концепции театра. Вот есть шекспировская концепция, что такое искусство — это вот такое зеркало, как Гамлет, гамлетовское зеркало, это пьесе «Гамлет», в котором отражается жизнь, и ты ее можешь увидеть в этом отражении. А есть действительно такие представления о театре, как о преобразующей силе, о том, что театр показывает мир не таким, какой он есть, а таким, каким он должен быть. Но это и свойственно, мне кажется, каждому человеку, который все-таки должен думать о жизни и о мире, вот именно предполагая, каким он должен быть или каким он мог бы быть, этот мир. И таким образом, стремясь к его улучшению, к развитию, к совершенствованию. Я считаю, я в этом абсолютно убежден, что театр способен влиять на общество и способен влиять на людей, способен изменить людей. Вот я всегда говорю актерам, которые выходят на сцену, что вот если вы повлияете хотя бы на 10 человек из там 200-300 зрителей, которые сидят в зале, а каким образом повлияете? Вдруг заставите их по-другому взглянуть на свою жизнь, заставите что-то понять про себя или про других людей, заставите позвонить родителям после спектакля, да, или заставите помириться, или не заставите, а способствовать тому, что она или он смогут помириться с теми, с кем они поссорились. Или откроет кто-то книжку, прочитает там Евгения Онегина или Баграта Шинкуба, последний из ушедших, или Фазилия Искандера.
то вы сделали великое дело, потому что вы помогли человеку. Это вот самое, что может быть выше человека, что может быть важнее человека? Ничего. И так как театр воздействует на людей, мне кажется, это очень высокая миссия, высокое предназначение театра, облагораживающее. Ведь это известно, в этом даже исследования есть о том, что как вот люди, находясь в зрительном зале, вдруг в какие-то моменты, когда они видят что-то действительно очень, ну вот, попадающее, что ли, в настроение, в атмосферу сегодняшнего дня, как это людей вдруг стихийно объединяет в зале, как они превращаются, вот все разные люди, абсолютно разные, с разным настроением. Кто-то, может, с работы уставший пришел, кто-то даже, может быть, там выпил где-то, кто-то еще что-то. И вдруг они, кто-то, может, из Сочи, а кто-то из Сухума, кто-то из Гагры. И вдруг они объединяются все в едином каком-то ощущении правды, подлинности. Это возникает в момент соприкосновения с настоящим искусством. Вот такие моменты, когда зал затихает, и вот я сижу в зале, и я понимаю, что вот ради вот секунды вот такого единения зала и сцены стоит заниматься этим делом, и стоит отдавать ему все, всю свою жизнь, все свои силы, энергию и все остальное. И как вот, по-моему, это Гегелю принадлежит это выражение, что в театр заходит толпа, а выходит нация, имея в виду, что выходят люди, которые чем-то уже объединены, какими-то общими ценностями, каким-то общим переживанием или сопереживанием. Это на самом деле великая сила. Расскажите, что на самом деле скрывается от вот, взора зрителя, который приходит в театр. С какими сложностями приходится сталкиваться в работе каждый день? Скрывается все практически. То, что видит зритель, это сияющая, прекрасная верхушка этого огромного айсберга под названием театр, и который каждый раз, знаете, норовит либо затонуть, либо там столкнуться с чем-то, потому что театр — это горка, песочная горка, горка из песка, которую надо формировать каждый день, вот собирать, чтобы она не рассыпалась, и чтобы она вот стояла, чтобы она ее не развивала ветром и чем-то еще. Особенно в нашей стране это достаточно непросто, потому что театр, во-первых, требует железной дисциплины. Мы не привыкли к дисциплине. У нас с этим очень большие проблемы. А искусство без дисциплины невозможно. Вот книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве», там главное, это первое, с чего начинается, с этого. И потом вот этика, знаменитая его работа. Дисциплина. Она заключается в том, что в театре каждый должен четко выполнять свое дело, соблюдать распорядок, не вмешиваться в другие дела и уважать друг друга. Вот, чтобы вот такой режим в театре соблюдать, конечно, все должно начинаться с руководства театра. Руководитель театра не должен быть пристрастным в отношении к людям, которые работают в театре. Руководитель театра должен служить моральным авторитетом. Его поступки должны быть безупречны с моральной точки зрения и с профессиональной точки зрения. В нашей стране это очень важно, потому что у нас трудно, знаете, кого-то из-под палки заставить что-то делать. Нам нужно убедить человека. Нужно сделать так, чтобы человеку было просто стыдно не сделать что-то. Но для этого ты должен быть всегда на высоте, на профессиональной, на нравственной высоте. Это не просто слова. Это абсолютно конкретика того, как должен жить театр. И здесь огромное количество проблем, начиная, знаете, от технических проблем, например, выключение света, которое
Это в любой момент может полететь оборудование. Оно и, естественно, портится. Это все время за этим надо следить. Такой проблемы нет ни в одном театре в России, где стабильность, например, с электроснабжением. Да? Когда актер, который, безусловно, является частью нашего общества, у него репетиция, а в это время он может быть на свадьбе, или в это время на похоронах, а у него репетиция, или вечером должен играть спектакль. И он должен выбрать репетицию и спектакль, а не традиционные свои обязанности. И это выбор, это очень серьезный выбор. И это, знаете, нельзя быть просто вот человеком, частью нашего и общества, таким, ну, как бы облеченным вот теми правами и обязанностями, которые, ну, обычно, традиционно людям нашим свойственны. И быть актером, профессиональным актером театра. Профессиональный актер вообще люди, которые на самом деле творчеством, искусством занимаются, это люди немножко не от мира сего. Они должны это понимать все и должны иметь мужество в себе в этом признаться. Это значит, что для них первое — это их дело, их профессия. Все остальное должно быть на втором месте. Вот, чтобы вот эту систему выработать, это тоже, конечно, колоссально нужны каждодневные усилия. Конечно, проблемы, но они бесконечно возникают, особенно когда спектакли идут каждый день. Вот представьте себе, что такое в наших условиях играть спектакли каждый день. Это же не просто так, что ты вот вышли на сцену, сыграли что-то еще. Это каждый день репетиция. Это каждый день должны быть декорации правильно выставлены. Это должны быть в порядке костюмы, должны быть выстираны, выглажены, быть, значит, готовы. Должен быть реквизит. Должно быть все хорошо со светом, а у нас может быть там обязательно может что-то сломаться из-за перепада напряжения, из-за чего-то еще. Надо сделать так, чтобы зритель, который пришел в театр, увидел спектакль именно в том качестве, в котором он вышел на премьере. Вот это поддержание уровня театра — это самое сложное. Не премьеру выпустить, а держать уровень театра. Вот это, но это требует от меня круглосуточной работы в театре. Вот я, например, не представляю себе, как можно заниматься театром и чем-то еще. Это невозможно. Либо ты этим занимаешься и делаешь это дело на уровне, либо ты, как бывает у нас тоже, что-то делаешь здесь, там, еще где-то, и вот все так и как бы средненькое получается. А если ты хочешь результата достичь, особенно в таком деле, как театр, это требует колоссальных усилий, посвящения. И самое еще, одно из важных, отсутствие специалистов в нашей стране театральных. У нас нет профессиональных завпостов, у нас нет художников по свету, у нас нет звуковиков, у нас нет реквизиторов, у нас нет костюмеров профессиональных. Всех этих специалистов мы должны воспитывать. Это тоже то, чем мы занимаемся. Мы воспитали в нашем театре коллектив людей, многих просто мы взрастили с нуля. Потому что эти ребята, например, Иларион Пасания, наш художник по свету, парень пришел в 17 лет, новорайонский парень, да, такой просто пришел в театр, просто на подработку. В итоге он остался, сейчас он учится на очно-заочном отделении в Москве, он будет первый профессиональный художник по свету в Абхазии с дипломом. И сегодня он, как, например, технической точки зрения по программированию света, ему нет равных не только в Абхазии. Но я посмотрел бы, как российские операторы по свету могут они с такой скоростью программировать свет, как он. Вот он просто это человек, который пришел в театр и становится таким специалистом такого уровня. Но это все длительный процесс. И чтобы эта система работала, эта машина, нужны невероятные усилия. Конечно, нужны ресурсы, потому что людям надо платить достойную зарплату, которые работают в театре круглосуточно. Они же больше нигде не работают, они на свадьбах не выступают, они там не подрабатывают нигде, они работают только здесь. Им нужно платить хорошую зарплату. Для этого мы должны зарабатывать, мы должны играть спектакли, и мы должны продавать билеты. Мы рассчитываем только на зрителя. Есть государственная зарплата, но это оклад, она небольшая. Этого недостаточно для жизни.
полноценной, особенно молодого человека, молодого актера. Вот поэтому все это требует больших трудов и просто вот, знаете, вот как говорят, что нужно просто вот работать, не поднимая головы. Вот только так возможно в театре. Работа, работа, еще раз работа. С утра до позднего вечера, без выходных. Вот так мы и работаем. Вы сказали про колоссальную роль директора в жизни театра. Какие обязанности вы берете себя вне своих полномочий? Ну, я не отношусь к театру как, знаете, как к работе. Это моя жизнь, и главное, это моя, знаете, самая большая ответственность как мужчины. Вот я это так воспринимаю, что люди, которые здесь работают, молодые, в частности, люди, они мне поверили, что у них будет хорошая зарплата, что у них будет интересная творческая жизнь, что у них будут перспективы, что они будут получать образование. Я не имею права их подвести. Вот так вот взять и сказать: делайте, что хотите, а я вот буду своими делами заниматься. Я не имею права на это. Это будет просто предательством и этих ребят, и моих принципов, убеждений и всего остального. Поэтому думают, наверное, некоторые, что вот директор театра сидит в кабинете, там пьет кофе и руководит. Директор театра начинает с проверки унитазов в зрительских туалетах и заканчивая репетициями спектаклей, для того, чтобы они были в должной форме, и проверкой всех технических моментов, от света, там, звука до установки декораций, всего остального. И просмотра каждого спектакля. Я смотрю все спектакли, которые идут в нашем театре. Скажем, в этом сезоне я посмотрел 250 спектаклей нашего театра, потому что мы на данный момент сыграли 250 спектаклей с конца ноября прошлого года по сегодняшний день. Вот теперь представьте объем работы, что я не вижу просто дома своего и друзей, родственников, никого и ничего. Меня, чтобы увидеть, там, я не знаю, моей семье, это событие большое, что они меня видят дома. Ираклий Ревазович, вы очень много говорили про ответственность перед командой и про такую, наверное, руздрамовскую семью. Расскажите, как собиралась эта команда и что вы считаете особенно важным вот в этом климате внутри коллектива? Ну, команда — это самое главное на самом деле. Если ее нет, каким бы ты гениальным ни был, там, руководителем, режиссером, кем-то еще, ты ничего не сделаешь. Поэтому очень важно, чтобы люди, которых ты собираешь, которых ты формируешь, заражаешь общей идеей, целями, которые мы должны достичь, действительно горели этим, действительно искренне хотели быть частью этого большого дела. Опять же, никого же насильно нельзя заставить любить театр, нельзя насильно заставить любить свою работу. Надо сделать так, чтобы человек действительно был вот предназначен, что ли, для этого. Но вот таких людей очень трудно найти. Это ежедневный процесс. Этим приходится заниматься все время. Все время ты думаешь о том, что вот хорошо бы, чтобы появился кто-то еще в театре, какой-нибудь креативный, там, не знаю, молодой человек, который бы мог бы взять на себя еще какую-то часть тех задач, которые нами формулируются. Потому что идей очень много. И хочется их все реализовать, но не всегда просто есть сказать, руки рабочие, да, которые могут это сделать. Но если есть некие вот такое ядро, ценностное ядро в коллективе, то, что сближает всех, кто в этой организации, в этом коллективе работает, то к этому ядру будут
так или иначе притягиваться, это такая гравитация, гравитационный центр, к нему будут притягиваться люди одной крови. Вот люди чем-то, вот, знаете, у которых есть вот эта Божья искра, потому что не могут заниматься искусством, творчеством люди без какой-то особенности, которая в них с рождения есть, обязательно. Это же не просто вот работа, куда ты приходишь, там, выполнил свои обязанности с 9 до 6, попил кофе там в середине дня и пошел домой заниматься своими делами. Нет, это посвящение, это часть жизни, это способ самореализации. Поэтому вот таких людей мы ищем. И такие люди в Абхазии есть. У нас очень много творческих молодых людей, тем, кому интересно заниматься чем-то нестандартным, чем-то очень таким, знаете, непростым, интересным. А что касается труппы, то это вообще такое целое искусство формирования труппы. Потому что труппа — это коллекция индивидуальностей. Нужно так этих людей, актеров, как вам сказать, даже не то, что собрать, а вот сформировать эту коллекцию таким образом нужно, чтобы каждый вот камушек, каждый бриллиант в этой, значит, в этой диадеме театра сверкал по-своему, чтобы каждый актер имел возможность реализоваться, чтобы не было балласта, чтобы не было людей, которые не выходят на сцену, но числятся в театре. Это разрушает театр. Все люди, которые в театре работают, они должны быть постоянно заняты общим делом, делом строительства театра, делом создания искусства. И поэтому вот сегодняшняя труппа нашего театра, это вот, на мой взгляд, коллекция индивидуальностей. Все актеры, которые служат в нашем театре, они выходят на сцену, и каждый придает свое очарование, свою особенность, свой такой, знаете, свой индивидуальный вот, вклад в каждый спектакль и в то, что мы называем репертуаром нашего театра. Поэтому это, на самом деле, вообще ключевая задача — сформировать и формировать коллектив, потому что это постоянный процесс. Я говорил о том, как сложно и специалистов находить, и что их нужно воспитывать, и актерская вот, труппа. И, конечно, самое главное вот, это та общая идея, общие смыслы, которые мы должны для себя сформулировать, которые мы должны разделять и которые должны нас объединять. Вот это самое главное. А так, если это, знаете, рассматривать театр как обычное такое бюрократическое учреждение, где люди приходят на работу, то тогда для чего им заниматься? Для чего тратить на это свою жизнь, свои силы, любовь свою, энергию свою? Ведь это все можно тратить только на что-то очень важное, на что-то очень сокровенное, на что-то необходимое. Театр необходим нам, тем, кто здесь работает, но в большей степени он необходим людям, он необходим зрителям, иначе театр не существовал бы 2500 лет. В труппе Росдрама много молодых актеров. Да. Вы замечали, может быть, возросший интерес у молодежи абхазской к творческим профессиям, в частности, к актерству? Да, я замечаю, безусловно, интерес, и это прекрасно. Это означает, что театр и актерская профессия, как профессия театральная, ее авторитет растет. Ну, во-первых, мне кажется, многие видят, молодые люди, что, вот скажу, Росдрам, актеры нашего театра, мало того, что почти каждый день выходят на сцену, они известны, они ездят на гастроли, мы постоянно куда-то выезжаем, они заняты интересной профессией, они играют в спектаклях лучших российских режиссеров, которые их сверстники или там однокурсники даже, потому что у нас ребята, окончившие лучшие московские, питерские вузы, они
близко не играют столько и не сотрудничают с такого уровня режиссерами, как ребята, которые работают в Русдраме, которые не остались в Москве, закончив там театральный институт имени Щукина там, и так далее, ГИТИС, а приехали сюда. Они выбрали Абхазию. Хотя они, наверное, могли бы там остаться, могли бы, как некоторые, ну, как-то там зацепиться, сниматься в каких-то сериалах, проходных, совершенно неинтересных, да. Нет, они все-таки выбрали профессию настоящую, потому что профессию актерскую можно получить только в театре. Вот в театре ты получаешь профессию, получаешь ремесло, которое потом позволит тебе и в кино прекрасно сниматься, и там где угодно. Но без театра ты не станешь актером, если ты не работаешь на театральной сцене. Это тоже одна из проблем сегодняшняя. Определенная девальвация актерского искусства и актерской профессии. Считается, вот там можно там, тебя снять в сериале или где-то с улицы, ты просто человека, и вот он сыграл или он что-то сделал, он как-то себя проявил. У нас некоторые на сцену стремятся выйти без актерского образования. И бывают, конечно, такие люди с невероятным талантом, но зачастую это происходит от непонимания того, что это профессия очень серьезная, которой надо учиться, которую нужно шлифовать каждый день. Это тренинг невероятный. Актер должен выходить на сцену 5 раз в неделю, а в субботу и воскресенье 2 раза в день еще выходить. Вот тогда он станет настоящим актером. Мы сейчас наблюдаем за тем, как обучаются наши ребята в Щепке, в театральном институте имени Щепкина. У нас там наш актерский курс нашего театра. Мы его набрали вот уже, получается, больше года назад. Они сейчас обучаются на 2-м курсе. И что интересно, это тоже говорит о том, как вырос престиж актерской профессии. Мы набрали 10 мальчиков и 5 девочек. Обычно на театральные, значит, специальности актерские идут девочки больше. А вот у нас, видите, как произошло? Это прекрасно. Это значит, что действительно престиж профессии растет. И они понимают, ребята, что это интересно, это круто, это здорово. Они смогут в этом проявиться, они смогут в этом развиваться, они смогут зарабатывать. Это тоже важно. Давайте говорить откровенно. Это нормально, и об этом нужно говорить. Вот. Так что мы очень надеемся на этот курс, что это будет хорошее вливание в нашу большую команду. У них великолепные условия для обучения, прекрасные педагоги, блестящие просто. Там им преподает великий русский актер Василий Иванович Бочкарев. Великий абсолютно, это титан просто сцены, премьер, гранд Малого театра. У них преподает народная артистка Наталья Вдовина, знаменитая актриса, Алла Юганова, примадонна Линкома. Их художественный руководитель Алексей Дубровский, он сегодня, будучи молодым человеком, назначен заместителем художественного руководителя Малого театра. Это большая, мощная команда, и там для них на самом деле вот просто максимально благоприятные условия созданы. Лучшие педагоги по отдельным дисциплинам с ними работают. Русдрам часто приглашает режиссеров для постановки спектаклей, например, как в недавнем романе с кокаином, это был Роман Кочержевский. Если мне не изменяет память, также моноспектакль «В лучах» ставил Антон Корнилов. Как возникла идея задействовать в работе приглашенных режиссеров? Идея возникла достаточно просто, потому что я хорошо знаю историю Абхазского театра. И первая абхазская профессиональная театральная студия 1931-1932 год возникла благодаря приглашению, целенаправленному приглашению отцами-основателями Абхазского театра Дмитрием Гулия, Кондратом Дзидзари, российских режиссеров, педагогов, Василий Иванович Домогаров, Кривцов, ну, дальше там и другие известные были режиссеры российские, которые воспитывали
абхазских актеров, и по сути с их именем связано возникновение профессионального абхазского театра. Это о чем говорит? О том, что есть понятие театральной технологии. Неважно, на каком языке играется спектакль, и даже неважно, какой материал ставится на сцене. Важно то, как это сделано с профессиональной точки зрения. Режиссер — это человек профессиональный, это человек, который может помочь актерам правильно сыграть, углубить понимание ролей. И человек, который может организовать процесс, кроме того, что он, конечно, придумывает, собственно, спектакль, организовать процесс, организовать работу цехов, взаимодействие, помочь в том, чтобы театральный механизм работал ну, вот как по требованиям сегодняшнего дня. Видимо, настал такой период и в нашей вот современной истории театра в Абхазии, когда необходимы вот такие вливания, что называется, новых профессиональных сил, профессиональной крови, которая позволяет нам здесь тоже становиться сильнее, становиться профессиональнее, интереснее. Вот, например, мы приглашаем прекрасных художников по свету. Благодаря тому, что они приезжают к нам и сделают здесь, ставят нам спектакли, придумывают свет в спектаклях, мы сами уже очень многому научились, и вот уже своими силами можем делать крутой свет на спектаклях. Да? То же самое будет вот и с режиссурой, потому что это тоже процесс формирования собственных возможностей, собственных кадров. Мне очень хочется кого-то отправить на учебу на режиссерский факультет для того, чтобы было будущее у театра, нашего режиссерского театра в нашей стране. И поэтому приглашение, особенно это касается, если российских специалистов, ведь русский театр — это нормативный театр для мира всего, можно сказать. Это величайшая традиция театральная. Если у нас есть возможность к этой традиции прикоснуться и использовать ее наработки, ее опыт, ее возможности для развития нашего театра, ну, мне кажется, ничего лучше просто быть не может и представить себе нельзя. Поэтому, так как мы начали приглашать специалистов такого класса, у нас и спектакли получаются, как я их называю, экспортного уровня. То есть спектакли, которые не то что не стыдно показать за пределами Абхазии, а которые имеют колоссальный успех на лучших сценах Москвы, Санкт-Петербурга, других российских городов. Куда бы мы ни приезжали, это всегда высокая оценка профессионального сообщества, это стоячие овации в конце, там 10-минутные бывают даже овации на наших спектаклях. Раз мы заговорили про культурный обмен, сразу же следующий вопрос про театральные фестивали и гастроли Русдрама. В недавнем времени, если мне не изменяет память, в начале октября Русдрам показал как раз спектакль «В лучах» на фестивале в Москве. Еще ранее были большие гастроли в нескольких городах России. На ваш взгляд, театру необходимо гастролировать? Абсолютно необходимо. Это можно сравнить просто с тем, насколько человеку важно, не знаю, есть, спать, дышать для его жизни, для его просто хотя бы для того, чтобы он жил и существовал. То же самое относится и к театру. Гастроли — это неотъемлемая часть жизни любого профессионального театра. На гастролях мы апробируем на другом зрителе то, что мы делаем, мы что-то для себя учитываем, где-то мы понимаем, что мы молодцы, что мы все правильно делаем. И это такой, знаете, самое главное, что это такой вот обмен эмоциональный, энергетический, культурный, человеческий. Другая аудитория, другие города. Мы же там еще общаемся с профессиональным сообществом, с актерами, с режиссерами, с руководителями театров, с критиками. О нас формируется представление благоприятное в других местах. Это называется формирование пула лояльных зрителей,
каждом городе, где мы бываем. Вот поэтому вот мы, скажем, едем на гастроли в Москву ежегодно. Вот в следующем году мы тоже поедем при поддержке руководителя московско-абхазской диаспоры Беслана Родионовича Агарба, которому мы чрезвычайно благодарны за это. И мы даже иногда можем не рекламировать наши спектакли, потому что зрители ждут нас. Причем это московский зритель, это не только представители нашей диаспоры, а это вот москвичи, которые знают про наш театр. Вот репутация, она формируется за счет вот таких вот выездов, гастролей, участия в фестивалях. Что вы отмечаете для себя как особенно важный аспект вот этого культурного обмена? Может быть, труппа начинает по-другому работать, и как это сказывается на актерах, положительно или негативно? Расскажите, пожалуйста. Конечно, это сказывается положительно на всех, и на актерах, и на технической части. Актеры видят, что они получают подтверждение дополнительное того, что то, чем они занимаются, нужно зрителю, нужно людям, то, что это профессионально, это интересно, это востребовано, это воспринимается другой аудиторией. Понимаете, как это вдохновляет? Значит, ты делаешь что-то очень значимое, что-то по-настоящему высокое, что-то необходимое. И, конечно, когда мы приезжаем с гастролей, у нас всегда такой всплеск к творческой, креативной активности, новые идеи появляются, хочется что-то поменять, что-то изменить, что-то еще улучшить. Новые идеи, вот всегда рождаются новые идеи. Пока организм творческий, вообще любой коллектив способен к рождению новых идей и их к реализации, значит, он живой, значит, он развивается, значит, значит, все в нем идет в правильном направлении. Как только коллектив или руководитель не способны рождать такие идеи, какая-то усталость наступает, значит, что-то надо менять. Культурный обмен, он же важен, знаете, еще с какой точки зрения? С точки зрения формирования репутации нашей страны в целом, ее имиджа международного. Культура — это лицо любого государства. Как Белинский говорил, что в XIX веке лицом России являлась русская литература. Вот сегодня, например, лицом Абхазии во многом является наше искусство. Поэтому вот мы и стремимся к тому, чтобы мы могли быть своего рода таким положительным лицом, очень таким привлекательным лицом нашей страны. Драма активно и успешно развивается уже последние лет, наверное, 5, набирая обороты и привлекая все нового и нового зрителя. А на что театр живет? Театр живет в первую очередь на средства, которые мы получаем с продажи билетов. Наш спонсор главный — это зритель. Я всегда это говорю, поэтому я хочу поклониться каждому зрителю, который приходит в наш театр, который покупает билеты. Потому что это люди, благодаря которым мы существуем. И я люблю всех зрителей, которые к нам приходят. Просто даже если этому зрителю не понравился спектакль, который он увидел, я все равно его люблю и ему благодарен за то, что он или она поддерживают наш театр. Без зрителей мы никто и ничто. Я всегда это говорю, когда у нас совещание проходит, что без зрителей мы ноль, мы никто. Вот пока есть зритель, есть театр, есть мы, и есть возможность нам заниматься любимым делом. Поэтому зритель, еще раз зритель. Конечно, есть государственное финансирование, мы госучреждения. Для тех задач, которые мы ставим перед собой, конечно, оно не совсем достаточно. Но это все связано с возможностями сегодняшнего бюджета нашего государства, вообще с финансовыми возможностями. Это понятные вещи абсолютно. Вот это как раз и подстегивает нас, не имея такой вот как бы подушки безопасности от государства достаточной, шевелиться самим, развиваться, зарабатывать, искать меценатов,
что-то придумывать каждый раз. Это же и есть стимул к развитию. Понимаете, если мы сидели на полном гособеспечении, можно было вообще ничего не делать. Ну, пришло 2 человека на спектакль, сыграли 1 спектакль в неделю и хорошо. Нет, так невозможно. Мы должны каждый день играть для того, чтобы просто выжить, для того, чтобы мы могли решать все вопросы, связанные с поддержанием театра в должном состоянии, с выпуском новых спектаклей, с ремонтными работами, с пошивом костюмов, не знаю, с выплатой гонораров и так далее и тому подобное. Поэтому мы должны все время быть вот в таком режиме рабочем, именно потому, что нам нужен постоянный приток ресурсов, которые позволяют театру развиваться. Но благодаря зрителю пока нам это удается. На самом деле в мире, ну, в Москве, по крайней мере, и скажем, в европейских странах, где есть репертуарные театры, сложилась такая практика, что чем больше театр зарабатывает денег, тем больше он получает от государства поддержки. Почему? Потому что поддерживать надо сильных, тех, кто может показать результат. А если ты даешь деньги, а отдачи нет, то есть какой смысл государству, да? Ну, это немножко другая психология, другой подход, другая философия государственного управления в сфере культуры. Но это интересная тоже, на мой взгляд, тема и идея. Я не говорю, что надо кому-то меньше давать, а Русдраму больше. Нет. Но, может быть, действительно подумать о том, как оценивать эффективность работы учреждений культуры. Почему бы и нет? Мне кажется, это просто подстегнет всех больше заниматься развитием учреждений культуры. Я сейчас не в плане критики это говорю, потому что я всех уважаю, и я понимаю все сложности, которые есть в разных учреждениях культуры. Но, может быть, какая-то система стимулов могла бы тоже быть полезной с точки зрения развития сферы культуры в целом. Ираклий Ревазович, вы сказали, что в работе театра самое главное – это зрители. И здесь вспоминается выражение Гюго, который говорил, что театр – это страна истинного, ведь в зале человеческие сердца, за кулисами человеческие сердца и на сцене человеческие сердца. На ваш взгляд, кто ваша целевая аудитория? Наша целевая аудитория – это существующие любители театра и, самое главное, потенциальные любители театра. Все те будущие зрители, над привлечением которых в театр мы должны работать. Это вот одна из действительно ключевых наших задач. Расширить зрительскую аудиторию, не делить ее на какие-то сегменты, целевые аудитории, потому что репертуар нашего театра таков, что у нас спектакли, которые интересны разной публике, разному зрителю, разным людям. Есть спектакли по абхазской литературе, драматургии, на абхазскую тему, на общекавказскую тему. Есть спектакли по современной драматургии. Вот, скажем, мы сейчас находимся на сцене, и буквально через полчаса начнется репетиция спектакля «Мама» по пьесе очень модного сегодня французского современного драматурга Флориана Зеллера. Есть спектакли, которые привлекают зрителей, которые хотят прийти в театр, чтобы отдохнуть, посмеяться, развлечься, комедии. Спектакли, которые заставляют задуматься о сегодняшнем дне, там «Визит старой дамы» и другие. То есть «Все мои сыновья», да, роман с кокаином, о которых мы говорили. Вот такая палитра широкая, репертуарная, она нацелена на то, чтобы привлечь самого широкого зрителя в театр. Но опять же, главная задача – это хотя бы один раз привести человека, чтобы человек решил прийти в театр, принял такое решение. И мы знаем, что если человек один раз к нам пришел, то с очень высокой вероятностью он придет к нам вновь. Это то, над чем мы постоянно работаем. Вы знаете, есть очень много мифов и таких ложных представлений о театре, что театр — это скучно, что театр — это сложно, что вот надо одеться как-то, там это вот надо сидеть, смотреть, кто-то там что-то на сцене играет, это неинтересно, это тяжело. Это абсолютно не так.
Нет ничего прекраснее для человека, который просто хочет даже, не знаю, побыть наедине с собой, нет более прекрасного места, чем театр. Надо просто один раз прийти в театр и посмотреть спектакль. И тогда все вот эти какие-то мифы, которые мешают людям обрести любовь к театру, они сразу будут развеяны, разрушены. Так что для этого такая у нас рекламная кампания активная. Мы стараемся действительно привлечь ту аудиторию, которая ранее нами охвачена не была. Знаете, я читал дневники Александра Николаевича Островского, великого русского драматурга. Он был в свое время начальником репертуарной части московских императорских театров. По сути, он был главным по московским театрам. И о чем он думал все это время? Не о том, как написать очередную великую пьесу, а о том, как привлечь этих купцов в театр, как привлечь этих, там, не знаю, мещан городских в театр, да? То есть все время мысли о том, как привлечь аудиторию, которая как бы традиционно не интересуется театром, как ее привлечь, как сделать так, чтобы они приходили в театр и получали от этого удовольствие. Это всех беспокоит, всех руководителей театров на протяжении всей истории существования репертуарного театра, который продает билеты и который хочет привлечь зрительскую аудиторию. Так что над этим, конечно, нужно думать каждый день. Надо делать так, чтобы были спектакли, которые интересны любому зрителю. Можно начать с комедии, с чего-то более простого, прийти там, может быть, на Софичку, потому что это близко нам, это понятно, и потом постепенно прививать вкус к более, может быть, сложному театру. Ведь театр еще, одна из главных его задач – это воспитание вкуса. Понимаете, эстетика, вкус. Прививка вкуса – это то, что, опять же, определяет развитие общества. Понимаете, нам иногда мы что-то там построим, где-то что-то там увидим, нам кажется это нормально, а это не согласуется вообще, да, ни с какими представлениями об эстетике. Но люди даже это не понимают, потому что нет опыта приобщения к прекрасному. Может быть, кто-то книги не читает, может быть, кто-то в театре не ходит, не просвещается. Ведь театр – это институт просвещения человека. Только просвещенное общество может рассчитывать на благополучное будущее. Мы, будучи просвещенным обществом, можем стремиться к независимости, к суверенному развитию. Вот это мы должны понимать. В этом значимость культуры, ее основополагающая роль в развитии нации. Поэтому вот мы стремимся к тому, чтобы театр был, и наш театр, и абхазский театр, и молодежный театр, посещаемыми зрителями. Это очень важно. А что бы вы хотели доносить до зрителя посредством искусства? Мы хотим сделать так, чтобы зритель прикоснулся к прекрасному. Прикосновение к прекрасному оставляет в человеке след. Наша жизнь дает мало возможностей для того, чтобы возвыситься, что ли, над обстоятельствами. Понимаете, очень много быта, очень много каждодневной рутины, очень много чего-то такого подрывающего, подрезающего крылья, да, принижающего, то, что не дает нам вот как-то взглянуть, что ли, со стороны, может быть, на себя, на свою жизнь, на все остальное. Театр дает такую возможность. Театр дает такую возможность. Я знаю, что школьники, которые придут на спектакль «Евгений Онегин», я знаю, что они услышат впервые по-настоящему великое пушкинское слово. Они не услышат это в школе, к сожалению, но они услышат это в театре. Я это точно знаю. Может быть, кого-то это изменит, может быть, кому-то это приведет интерес к литературе. То же самое Баграт Шинкуба, последний из ушедших. Я очень многие знаю людей, которые... У нас все любят рассуждать Шинкуба, Искандер, Гогуа, но не читают, ни разу не прикасались ни к творчеству Шинкуба, ни к Алексею Ночевичу творчеству, ни к Искандеру, ни к другим нашим великим писателям, ни к Дауру Зантария. Но все об этом говорят. А вот театр, он способствует тому, что мы все-таки, может быть, кого-то заразим интересом к автору.
И вот, скажем, у нас есть спектакль «Хаджи Мурат». Я просто знаю большое количество людей, которые прочитали Хаджи Мурата либо до спектакля, либо после его просмотра. Но это же великое дело. Значит, мы на кого-то повлияли в хорошем смысле. Это же облагораживающее, положительное воздействие на человека. Вы как раз сказали про школьников, которые придут посмотреть Евгения Онегина и, возможно, впервые в жизни его по-настоящему увидят и услышат. И репертуар Русдрама на самом деле обширен. На ваш взгляд, чему Русдрам учит своего зрителя? И, может быть, даже театр учит зрителя вообще в глобальном смысле? Я думаю, что театр учит зрителя человечности. Вот это самое главное. Человечности. Потому что, когда ты живешь в обществе людей, ты не думаешь только о себе, только о своих интересах. Именно плевать на то, что ты нарушаешь чьи-то права или делаешь что-то, что повредит другим или повредит стране. Вот театр возвышает человека именно в ощущении человечности и гражданственности. Это неизменное свойство театра на протяжении столетий. Это в этом, мне кажется, его действительно очень высокая функция, и поэтому всегда, вот даже когда, скажем, в России, в царской, в императорской, действительно очень высокая значимость придавалась театру. Театры действительно были, императорские театры, вот та группа театров и другие театры, это были театры высокого класса. Но когда пришла советская власть, и все поменялось, все перевернулось, они первым делом занялись восстановлением театров, тем, чтобы театры, вот эта преемственность театрального дела не нарушалась. Этому уделялось особое внимание. То же самое Абхазия. Нестор Аполлонич Лакоба лично курировал создание первого и второго гостеатров Абхазии. Вот на месте театра Самуриди «Наука и жизнь», вот на том месте, на котором построено нынешнее здание Росдрама. И театр Алаизи — это то место, где сейчас Абхазский театр. Это вот были два гостеатра. Первый, здесь второй, там первый гостеатр. И Нестор Аполлоныч Лакоба лично курировал эти вопросы. И был на открытии, и на открытии абхазской труппы, и всего остального. Это значит, что всегда руководители понимают, как воздействует театр на общество, и что благодаря театру можно, меньше использовать принудительных инструментов для управления обществом. Меньше принуждения, больше осознанности в поступках, поведении людей. В век информационных технологий, мне кажется, теперь можно сказать, что театр начинается не только с вешалки, но и с сайта. И Русдрам в этом смысле действительно инновационно подходит к своей работе, не только в бытовом смысле продажи билетов или ведения информационных ресурсов, но и задействуя технологии в постановке спектаклей. Во-первых, почему? Очень часто учреждения культуры боятся соединения современности с культурой. И во-вторых, какие еще есть планы по внедрению информационных технологий или инновационных каких-то технических способов в работу? Сегодня такое время, что если ты хочешь быть на плаву, ты хочешь быть интересным людям, ты должен не только ему соответствовать, но и опережать его. Все развивается очень быстро, технологии идут вперед. Театр сегодня — это высокотехнологичное производство, я бы так сказал. Спектакли, на которые приходит зритель, они, кроме актерской игры прекрасной, должны еще и отличаться визуальной составляющей, потому что сегодняшний человек — это человек эпохи, цифровой эпохи, визуальной эпохи. Сегодня многое воспринимается именно визуально, даже не содержательно, а визуально, картинка, вот эффект Инстаграма, эффект в целом нашего времени, такой мозаичной культуры, то, что называется. И театр должен заинтересовывать зрителя тоже вот определенным таким, знаете, следованием, что ли, духу времени.
Поэтому должно быть хороший свет, должны быть интересные декорации, должны быть использоваться проекции, должна использоваться, не знаю, там камеры, трансляция с камер, да, в режиме реального времени, как у нас в «Солярисе» или в романе с кокаином используется. Должны быть приметы времени, технология, поэтому очень важно, чтобы театр оснащен был, чтобы мы могли обновлять, технологически обновляться. Вот, скажем, сейчас у нас появилось новое оборудование благодаря поддержке автономной некоммерческой организации «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры России. Это вот такая программа по поддержке некоторых наиболее перспективных русских театров за пределами России, зарубежных русских театров. Мы попали в эту программу, и мы счастливы просто, что вот у нас появилось новое световое оборудование, звуковое оборудование. И все это делается для того, чтобы театр развивался. Театр должен, еще раз скажу, это опережать время. И поэтому, кстати, спектакли, которые кому-то могут казаться иногда смелыми слишком, или темы, которые в них поднимаются, кажутся провокационными, это все делается для того, чтобы вот как раз опередить, что ли, разговор на эти темы, которого пока нет, для того, чтобы подтянуть зрителя на уровень этих тем. Чтобы, как я уже говорил, зритель все-таки задумался, особенно в нашей стране. Вот почему для меня очень важен спектакль «Роман с кокаином». И там какая очень важная тема, что если ты не занят созидательным трудом ежедневным, ты не обретаешь то ощущение счастья, которое необходимо человеку. И тогда ты обращаешься к наркотикам и ко всему остальному. Работать нужно, трудиться нужно делать свое дело. Это, мне кажется, просто рецепт счастья в созидательном труде. Вот это, если у тебя этого нет в жизни, то вот происходит то, что с героем спектакля «Роман с кокаином». И это окружает нас, к сожалению. Я хочу, чтобы те, кто посмотрит этот спектакль, призадумались. Молодые люди, которые посмотрят этот спектакль. Мне кажется, этот спектакль просто надо показывать всем сегодня, просто чтобы его смотрели как можно больше молодых людей в нашей стране. Только через театр мы можем говорить в такой вот острой, злободневной форме о проблемах, волнующих общество. Мы ранее говорили, что вы сами подбираете весь репертуар театра, и потому очень хочется спросить, есть ли у вас какой-то любимый спектакль, или, может быть, особенно близкий, особенно отражающий вас? Мне кажется, все спектакли, которые в нашем театре идут, они так или иначе отражают мои переживания, мои мысли, мои ощущения, особенности моей личности. Это неизбежно. Это неизбежно. Мы выбираем то, что нам интересно. Я понимаю, что это не только мне должно быть интересно. Это должно быть интересно зрителю, актерам, всем, кто создает спектакль и так далее. Но как писатель пишет всегда о себе, так, я думаю, и вот мы, люди, которые занимаемся театром, говорим тоже очень часто о себе, теми спектаклями, которые мы играем, которые появляются в нашем театре. Поэтому я люблю все наши спектакли, это как дети. Я не могу какой-то спектакль выделить. Есть более удачные спектакли, есть чуть менее удачные спектакли. Есть спектакли, которые на премьере кажутся неудачными, а через несколько показов становятся просто любимыми. Вот, например, спектакль «Мама», который на премьере произвел одно впечатление, а сейчас это один из лучших спектаклей нашего театра и так далее. И, кстати, это вот тоже такой мой совет зрителям. Мы любим ходить на премьеры, а ходить надо на 6-й, 7-й, 10-й спектакль, когда, наконец, он обретает ту форму и содержание, которые в него заложены создателями. Премьера — это нерв, это прекрасно, это всегда замечательно, но чтобы увидеть по-настоящему спектакль, его надо смотреть после 5, 6, а лучше 10 показов. Раз мы коснулись вопросов таких несколько личных, то
Если позволите, хотелось бы задать вам несколько вопросов из анкеты Марселя Пруста, Да, которую он заполнял, как известно, несколько раз в жизни, если вы не против, конечно. Нет. Тогда первый вопрос – это какие добродетели вы больше всего цените в жизни? Я скажу, смелость, трудолюбие и честность. Вот эти три. Какова ваша личная идея о счастье? Счастье – это заниматься любимым делом. Определенно. И получать от этого удовольствие. Вот это и счастье. А какую, быть может, знаете, высшую цель вы видите в своей работе, которая помогает проходить через плохие дни и просыпаться по утрам и продолжать заниматься действительно трудным делом? Высшая цель – это сделать так, чтобы наше общество было более просвещенным, человечным и гуманным. Вот это, наверное, высшая цель. И только такое общество, мне кажется, в полной мере может воспринять всю глубину и необъятность абхазской культуры. Только такое общество. Мы сегодня в процессе интервью поднимали несколько сакральных и философских вопросов, а потому, опять же, невозможно не спросить. Это немножко вопрос личный. А в чем, на ваш взгляд, смысл жизни? Смысл жизни, мне кажется, в том, чтобы помогать людям. В том, чтобы помогать людям. В этом смысл жизни. И традиционный вопрос нашей программы. Какие планы Росдрам наметил себе на следующий год? Планов очень много. Я думаю, что это тема для отдельной программы. Премьеры. То есть уже в этом году, 9 декабря, будет премьера спектакля «Стеклянный зверинец» по пьесе великого драматурга Тенниси Уильямса. Тоже актуальная тема для нашей страны. Я думаю, те, кто придет на спектакль, поймут, о чем я говорю. Вот. И дальше тоже у нас несколько очень интересных должно быть названий, которых я пока из суеверия театрального не скажу. Это мы где-то презентуем к концу года. Но у нас будет 5 крупных премьер в следующем году. Естественно, гастроли. В этом году Москва только вот была, и сейчас будет Санкт-Петербург, потом Воронеж. В следующем году у нас большие московские гастроли и еще очень много других городов и стран даже. Вот. И, конечно, это продолжение улучшения технического состояния театра, ремонтные работы. И у нас очень много задач, связанных с укреплением коллектива. Будем и структуру менять, наверное, немножко. И есть всякие идеи по развитию нашей площадки арт-фойе. Задач огромное количество. И самое главное, это чтобы количество зрителей выросло в следующем году, чтобы стало еще больше. Потому что в этом году у нас рост процентов на 50%, а в следующем году мы хотим, чтобы еще на 50% количество зрителей совокупное за год выросло. Поэтому планы есть, цели есть, целевые показатели. Надо их достигнуть. В этом году мы исторический целевой показатель достигли. Это переход на ежедневный режим показа спектаклей. Иногда даже думаешь, а что еще, вот куда еще стремиться, вот все вроде бы уже сделано. Нет, оказывается, что есть еще очень много сложных, амбициозных задач, которые мы должны обязательно достигнуть. Ираклий Ривазович, спасибо вам большое за действительно интересную беседу. Спасибо. Спасибо Абхазскому телевидению за постоянный интерес к нашей деятельности и за информационную поддержку нашего театра. Большое спасибо вам.